Исянмесес кадрле дуслар. Исянмесес. Сегодня наша последняя встреча, по крайней мере, в этом сезоне. И хотелось бы провести такую небольшую инвентаризацию. Что же мы освоили? Что же мы запомнили? Что-то, может быть, запомнили не очень. Но главная цель была освоить, разобрать основные базовые структуры, на которых строится татарский язык, и попробовать их, по мере возможностей и в силу короткого времени, которое у нас было, довести до какой-то степени автоматизма. Вы помните, что очень многое может в память приходить и из памяти уходить, но какие-то вещи должны оставаться на уровне рефлексов, на уровне навыков. И что касается структуры, матрицы, как я люблю это называть, татарского языка, мы помним, что очень многое и в глаголах, и в существительном, да практически во всем языке базируется на фонетическом принципе сингармонизма. Сингармонизм – это, напомню, деление всего, что произносится, всех слов языка, на два варианта – твердый и мягкий. Соответственно, глаголы, а глагол – это самая важная часть языка, делятся у нас на 4 разновидности. И по тому, к какой разновидности относится тот или иной глагол, мы можем судить по повелительной форме в единственном числе. Напомню, если повелительная форма у нас «ал», то есть «бери», то как спрягается этот глагол в настоящем времени? Аллах. Да. Дэвид, как это будет? Я беру, ты берешь и так далее. Мин алим. Мин алам. Алам, да. Мин алам. Сим бал аласым. Аласым, так. Угу. Ул. Алар. Ола. Алау. Бес. Аллаб. Бес. Алабес. Угу. Сис. Аласес. Алар. Алалар. Алалар, да. Если мы встречаемся с глаголом, повелительная форма которого заканчивается, относясь к твердому варианту, заканчивается на гласный звук, например, яса, это делать, изготовлять что-то, то как будет спрягаться такой глагол? Min yasayım. Sen yasaysın. Ol yasay. Biz yasaybız. Siz yasaysız. Алар ясайлар. Итак, в отрицательной форме глагола с основой, заканчивающейся на гласный звук, я не делаю. Min yasamayım. Да. То есть вот этот элемент, он присутствует в обоих подвариантах твердой формы. Если у нас мягкий вариант, то есть, приведите какой пример, вы уже знаете много глаголов. Киль. Да? Наш любимый глагол киль. То каким образом он спрягается? Кельмим. А в положительной форме килям, да? Килям. В отрицательной кильмим. А глагол, основа которого заканчивается на гласный звук. То есть повелительная форма. Онат. Нет, нас интересует глагол на гласную? мягкий глагол с окончанием на гласный звук. Яшена. Яшай, да. Яшай это что означает? Живи. Живи, так и быть. Яшай. Я живу. Мин Яшим. Я живу, яшим, да. А если я не живу? Яшамим. Ешмим. А точнее? Ешмим. Яшамим. Яшемим, да. То есть мы сохраняем вот эту основу. И к ней добавляем
уже окончание. Это первое, что надо довести до автоматизма. Как только это у нас произошло, мы делаем то же самое с формой в прошедшем времени. Как сказать «я взял», Мен aldım. «алдым», а в отрицательной форме Алмадым. «алмадым». Глагол такого типа, как будет? Я сделал, я делал. Ясадым. Ясадым. А, это прошедшее. Ясадым, а я не сделал. Ясамадым. Ясамадым. И мягкий вариант. Келмедим. Я пришел. Келмедим. Kildim. Килдим. Да, в утвердительной форме. Килдим. Кильдем. В отрицательной не пришел. Килмедим. Кильмедем. И с глаголом типа яшим, яша, я жил, Yaşadım. я не жил. Yaşamadım. Yaşamadım. Вот это первый принцип, первый навык, который должен работать у нас автоматически. Потому что как только мы загружаем в себя какой-то навык, это вот на уровне спортивных движений, или там игры на музыкальном инструменте, или танца. То, что тело знает без постоянного обращения к голове, так и формирование глаголов в нужной нам форме должно происходить без вмешательства разума, абсолютно на подсознании. В какое-то время у каждого из нас произошло то же самое с родным языком. Когда это стало навыком, и с раннего детства мы никогда не обращались, никогда не пытались вспомнить какое-то спряжение, в какой форме там строится глагол. Это становится навыком. Навык работает автоматически на уровне подсознания. Это первое, что должно произойти. Мы с вами освоили систему падежей татарских. Помните, что везде и во всем соблюдается деление на варианты твердый, мягкий, звонкий, глухой. Это касается всех падежных окончаний. И это тоже в какой-то момент начинает восприниматься просто на уровне интуиции. Потому что, естественно, когда мы начинаем говорить, мы не должны там на каждом шагу останавливаться и думать, какой там твердый, мягкий, звонкий или глухой. Это, как только это становится автоматическим навыком, выходит на уровень интуиции, оно начинает работать само по себе. Почему очень важно начинать вообще изучение любого языка с автоматизации базовых навыков? Пока не происходит этой автоматизации, нам очень трудно набирать словарный запас. Потому что мы тормозим на самом элементарном. В каждой фразе мы думаем не о слове, а вот о правильности и правильном выборе той или иной формы. Как только это работает автоматически, это превращается в такой стержень, куда мы нанизываем уже столько слов, сколько нам нужно. Нужен нам базовый уровень, пожалуйста, нужен продвинутый, расширенный, хоть уровень чтения классической литературы и даже написания классической литературы. Все в наших руках. Система глагола, система существительного. Как только это произошло, мы переходим уже к формированию словосочетаний и предложений. И здесь, конечно, мы в хорошем смысле сталкиваемся с местоимениями. Местоимения в татарском языке обладают тоже падежными окончаниями, но они еще, кроме этого, играют важную роль в формировании предложения. То есть здесь важен порядок слов. В татарском, как и во всех тюркских языках, очень важен порядок слов. И мы знаем, что один из ключевых принципов – это постановка глагола в конце предложения. Кстати, это очень хорошо помогает, когда мы начинаем общаться на языке и пытаемся понять. Надо знать, что глагол в татарском языке всегда будет в конце.
Русскоязычный человек, он подсознательно ловит значение действия в начале предложения. И это выбивает из колеи. Потому что немножко другое построение логики. А здесь может быть сказано очень много, а потом в конце будет добавлен глагол, который нам даст все понимание. То есть даже порядок усваивания информации у носителей разных языков разный. Ну, скажем, у людей, владеющих татарским языком как родным или как одним из родных, работают два варианта. Ну, большинство людей и по-русски говорят, и понимают, поэтому они могут переключаться. Человек, для которого первичен русский, ну или любой другой славянский язык, ему приходится не просто учить новые слова и новые какие-то глагольные окончания, падежные формы, а перестраивать структуру восприятия, потому что она немножко по-другому работает. Переходим к еще одному важному. То есть все вещи, они происходят на стыке между языком как материальным объектом и психологией построения. То, что в татарском языке нет предлогов, еще одна, скорее, психологическая трудность. Тут их не так много, это не проблема запомнить, что им соответствует, как проблема психологически настроиться, перестроиться на то, что в русском языке выражается предлогом, уходит в конец. И выражается либо падежным окончанием, либо одним из послелогов, какие мы освоили с вами. Это «щен», да, «турында», «белян» и некоторые другие. И они выражают то, что по привычке мы пытаемся найти где-то перед существительным, но не находим. И мало это знать теоретически, надо перевести это на уровень интуиции, ощущения. То есть это в такой же степени психологический навык, как и просто навык понимания каких-то слов и структур. Затем важный момент – это синтаксис, то есть формирование уже текстового языка. Вот когда мы пытались с вами организовать какие-то предложения с непривычными конструкциями, ну, например, «я хочу» или «я могу», такие вещи, которые выбиваются из нашего понимания, их приходится оттачивать особо. То есть вот это то, с чего мы начинаем, от этого никуда не уклониться. Но потом нам приходится осваивать структуру. «Я хочу что-то сделать», а оно строится совсем по-другому, выражается другими глаголами. Или «я могу», или «у меня что-то есть». Это уже на последующем уровне, после падежных окончаний, после спряжения, то, что необходимо тоже выводить на уровень автоматизма. Попробуем сходу сказать. Сергей, как мы скажем такую фразу? «Я хочу поймать самую большую рыбу». Смотрите, с чего мы начинаем. Мы начинаем с того, что надо представить большую рыбу. Это действительно Это не так. получится. Мин инзур балык балыкны тоте нет, сейчас тотысым киле. Только начинается с «минем». Минем. Притяжательное. Значит, что все вместе получилось? Минем инзур балыкны. Ну, хорошо. Конкретно мы, да, говорим? Как? Ну, пускай будет конкретно. Окей. Мы же ее знаем, мы уже некоторых родственников ее видели. Минем инзур балыкны тотысым киле. А как мы скажем, Эдуард, как мы скажем такую фразу? Значит, еще одна ситуация, где требуется нам оставить только основу глагола, а дополнительные глаголы придают ей особое значение. Как мы скажем, я умею танцевать, но не хочу. Мин
Бие белям, лякин биесам килми. Во. Вау. Супер. Хазар. Да, танцевать мы не будем, но, может быть, что-нибудь споем? Как сказать, давайте споем? Айдак жирлыйбыз. Жирлыйбыз. Много обсуждали всякие грамматические правила, говорили на разные темы. Настало время попрощаться и спеть. Сау булыгыз. Uftанма гөмірлер, яз кебек күтәдип, шал шешен күрсәндә, уфтанма